Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш вебинар, начинаем нашу информационную сессию, которая посвящена вопросам создания условий для введения в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, штатных должностей специалистов, социальных педагогов и педагогов дополнительного образования. Данное направление деятельности в рамках проекта является приоритетным и в рамках непосредственно конкурсной заявки также рассматривалось как одно из основных. В настоящей встрече мы с вами рассмотрим опыт субъектов Российской Федерации по решению данного непосредственного вопроса. Я полагаю, что мы информационную сессию уже продолжим во втором полугодии и проведем ее уже с представителями министерства и других заинтересованных непосредственно лиц, которые могли бы непосредственно осветить данную проблематику и помочь школам в решении данной важной задачи. Итак, если говорить об исследовании школьной эффективности, то мы говорим о том, что в данном случае реализация этого направления базируется как минимум на конвергенции двух направлений непосредственно поиска. С одной стороны, это как улучшить непосредственно образовательные результаты, какие средства для этого мы можем непосредственно использовать и так далее. А с другой стороны, это условное направление получило название как развитие модели школьной эффективности. И, соответственно, разработка стратегии улучшения образовательных результатов, она связана не только с повышением качества преподавания, в данном случае учебных предметов, но и, конечно же, с развитием кадрового потенциала образовательных организаций. При обосновании актуальности развития кадрового потенциала образовательных организаций, как правило, акцентируется внимание на необходимости, в данном случае, повышения квалификации руководящих и педагогических работников. Ну и как у вас зафиксировано на слайде, это не единственная, по сути, мера, которая должна предприниматься в этом отношении. В образовательных организациях, имеющих стабильно низкие результаты обучения, либо в образовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, фактически, возникает необходимость как раз введения в штатное расписание образовательных организаций посредством дополнительных должностей специалистов, то есть педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования или тьюторов, или социальных педагогов, или дефектологов и так далее. И сегодня мы также обратимся к результатам входного мониторинга, где рассмотрим основные, так скажем, характеристики, свойственные школам-участникам проекта 2020 года в республике, и, соответственно, рассмотрим некоторые варианты решений сложившейся непосредственной ситуации. На что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Обобщив опыт субъектов Российской Федерации, можно выделить условно основные мероприятия, которые проводятся в рамках реализации данного направления деятельности, в рамках непосредственно проекта. Ну, во-первых, если мы говорим об уровне субъекта, об уровне конкретного муниципалитета, то, как правило, это создание эффективной организационной и финансовой схемы для адресной материальной поддержки введения дополнительных штатных должностей специалистов. То есть фактически данное решение принимается на основании следующего также шага, а именно анализ данных по существующим кадровым условиям в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, посредством чего? То есть выявление внутренних дефицитов и потребностей образовательных организаций в профессиональных кадрах, необходимых для повышения качества образовательной деятельности у школ участников проекта и, по сути, ее результатов, ну, а также для, собственно, финансовой непосредственно поддержки введения дополнительных штатных должностей специалистов. Данная рекомендация была сформулирована в части кадрового обеспечения и финансового обеспечения при разработке муниципальных программ поддержки школ с низкими образовательными результатами, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Вот. Ну и естественным образом субъекты и тем более муниципалитеты решают данную задачу по-разному.
Еще одним из основных мероприятий, которое достаточно часто встречается и в аналитических документах, и в рекомендательных и так далее, это, конечно же, определение возможных кадровых изменений по введению штатных должностей. Это возможно их перераспределение, либо обеспечение переподготовки. То есть фактически, если мы знаем, допустим, да, что потенциально у нас появится возможность введения какой-то конкретной должности, то либо мы ориентируемся непосредственно на поиск специалиста, могущего занять данную должность, либо обеспечиваем это за счет внутренних ресурсов, ну, например, предлагая пройти переподготовку, профессиональную переподготовку, что сейчас достаточно сделать, как мне кажется, довольно-таки легко. И, в принципе, рынок образовательных услуг в этом отношении тоже достаточно разнообразен, так же, как и, например, в нашей республике. Я имею в виду непосредственно сам Институт развития образования, который предлагает программу переподготовки, ну и другие организации уже высшего образования, которые также могут предложить определенные варианты переподготовки. Также одним из основных мероприятий может стать, конечно же, обеспечение сетевого взаимодействия образовательных организаций. Наверное, это, как правило, такая вот более современная, наверное, тенденция, рекомендация, которая предлагается и дается в контексте непосредственно осуществляемых мероприятий, да, по достижению, а именно обеспечения школ с низкими образовательными результатами, либо школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, соответствующими должностями и так далее. Напомню, что сетевая форма реализации, в частности, образовательных систем, а по содержанию это достаточно часто именно то, что имеется в виду, регламентируется статьей 15 273 ФЗ об образовании в Российской Федерации. И некоторые как раз моменты, аспекты именно организации сетевого взаимодействия образовательных организаций мне хотелось бы сегодня вам представить и отчасти непосредственно рассказать. Образовательная организация, как у вас здесь отмечается непосредственно на слайде, выбирая сетевое взаимодействие как основную форму работы по выводу школы в эффективный режим функционирования, по сути, должна решить задачу создания модели сетевого объединения или партнерства образовательных организаций с низкими результатами, либо образовательными результатами, либо функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, с ведущими школами, или, как это указано, например, в нашем проекте, со школами-лидерами. И целью как раз подобного объединения является обмен опытом администрации, педагогов и так далее, ну и, соответственно, повышение педагогического и ресурсного потенциала школ. В связи с этим достаточно часто во всех методических рекомендациях по организации сетевого взаимодействия образовательная сеть определяется как взаимодействующая и самоорганизующаяся совокупность общеобразовательных учреждений, которые, по сути, между собой обмениваются, как мы видим, различными ресурсами с целью повышения качества образования каждого школьника, каждого участника. При этом ресурсы, которые могут использоваться в сетевой деятельности, могут быть различными – кадровыми, информационными, материально-техническими, учебно-методическими, социальными и так далее. Если говорить, собственно, о той проблематике, которую мы рассматриваем, мы видим, что у нас появляется возможность как раз именно использовать кадровые ресурсы. Каким образом это может осуществляться или делается, так скажем, да? По сути, сетевое взаимодействие школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, со школами-лидерами, либо с ведущими школами, со школами-импруверами, то есть по-разному они называются в проектах, по сути, реализуемых субъектах и так далее. Это создание профессиональных сообществ, в которых педагоги обмениваются профессиональным опытом и развивают навыки преподавания. По сути, это включение школ с низкими образовательными результатами в программы дистанционного образования, реализуемые школами-лидерами. По сути, сетевое взаимодействие в рамках опыта субъектов Российской Федерации может представлять свою поддержку проектов партнерства школ с низкими образовательными результатами со школами-лидерами, включающих обмен опытом администрации и педагогов, взаимопосещение уроков с обсуждением преподавания в классах школ-партнеров и прочее, прочее. Подобная практика достаточно широко применяется, и она отчасти была использована и представлена
школами-лидерами, участвовавшим в недавнем проекте в 2019 году на территории Республики Коми. Также сетевое взаимодействие – это, по сути, взаимодействие школ с учреждениями дополнительного образования, с учреждениями, в данном случае, дополнительного образования детей, как у вас указано, культуры, спорта и так далее. Также сетевое взаимодействие предполагает расширение возможностей школ в использовании дополнительных непосредственно ресурсов, то есть времени для занятий с обучающимися. Это может быть такая модель, как школа полного дня, использование таких, допустим, форм, как организация образовательных лагерей, определенных школ, то есть летних, например, зимних и прочее, и так далее. Поддержка участия школ с низкими образовательными результатами, школ, работающих в сложном социальном контексте, либо в неблагоприятных социальных условиях, в том числе педагогов и учащихся школ в конкурсах и межшкольных проектах на разных уровнях. То есть это может быть проект внутри муниципалитета, это может быть региональный проект и так далее. Ну, я напомню, что в нашем республиканском проекте мы формируем непосредственно школьные команды, основанные в данном случае на муниципальной, так скажем, принадлежности, по сути. Также, изучив непосредственно опыт субъектов Российской Федерации, нужно отметить, что в сетевой модели во главе, как правило, стоит школа-лидер. При этом школа-лидер должна обладать высокими материально-техническими и методическими ресурсами для обеспечения эффективного непосредственного взаимодействия с партнерами. Ну и, как правило, изменения в работе школ с низкими результатами обучения, работающих в неблагоприятных социальных условиях, участвующих в программе сетевого взаимодействия, касаются основных 4 направлений. В частности, это сетевые формы образовательных программ, это использование материальных ресурсов, это, по сути, штатное расписание или кадры, то есть наш, по сути, сегодняшний вопрос. И, конечно же, одна из составляющих – это финансовая составляющая. Какие, собственно, модели сетевого взаимодействия достаточно часто представлены в опыте субъектов Российской Федерации? Ну вот это условное деление на так называемую горизонтальную модель, вертикальную модель и смешанную модель. Горизонтальная модель, как вы видите, это представлено на слайде, предполагает взаимодействие образовательных организаций, находящихся в сходных условиях, причем одна из школ в этом случае должна работать в эффективном режиме. То есть школа, преодолевающая трудности, условно говоря, берет под контроль деятельность образовательной организации, находящейся в нижнем сегменте образовательного рейтинга, то есть относящейся непосредственно к группе школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, либо школ, демонстрирующих низкий образовательный результат. Вертикальная модель предполагает, что школа-лидер, реализующая более сложную образовательную программу, например, программу другого уровня, и работающая одновременно в эффективном режиме, берет под контроль деятельность образовательной организации, также находящейся или относящейся по этим признакам к данной группе школ. Ну и смешанная модель, она предполагает работу в рамках социального партнерства совместно уже с разными непосредственно организациями. Как вы видите, здесь представлено, это возможность взаимодействия с вузами, общественными организациями в контексте волонтерства, реализации социальных проектов и не только. Другой подход может представлять модели сетевого взаимодействия следующим образом. Первая модель – это модель «Школьный округ», предполагающая взаимодействие образовательных организаций всех типов на основе соглашения о сотрудничестве и плана совместной деятельности. То есть, по сути, это некие паритетные отношения юридически самостоятельных организаций. Вторая модель – это модель школьного округа, предполагающая совместную реализацию образовательных программ в сетевых формах на основе утвержденной партнерами образовательной программы и договора о сетевой форме. И в частности, образовательные программы, то есть программы учебных предметов, лективных курсов, программы неурочной деятельности и так далее. Третья модель условно называется как социальное партнерство, то есть взаимодействие между школой, образовательными организациями разных типов, организациями культуры, спорта и так далее. На основе, опять же, соглашений, совместных проектов, совместной деятельности в целом. Ну и четвертая модель – взаимодействие в рамках инновационной инфраструктуры через различные формы
распространения непосредственно опыта. То есть когда подобное сетевое взаимодействие организуется, например, и представляет собой уже иной статус, статус региональной инновационной непосредственно площадки. Исходя из подобного, так скажем, перечня моделей, мы можем сказать, что мы предлагаем чаще всего именно установить партнерские соглашения или договор о сотрудничестве, то есть, по сути, организуем подобное взаимодействие по первой модели. Ну и довольно-таки часто в опыте субъектов Российской Федерации в рамках организации сетевого взаимодействия, нужно отметить, у нас мы можем найти следующие, так скажем, формы сетевого взаимодействия. В общем-то, они достаточно известны, местны в рамках реализации данного проекта. Остановимся на них немножечко подробнее. Итак, во-первых, это совместная разработка и реализация учебных планов образовательных программ, что достаточно часто встречается в опыте субъекта. По сути, это принятие единых форм контроля и оценки качества образовательных результатов школьников, то есть как в школе-лидере, так и в школе участники, допустим, данного проекта. Это организация так называемых общих методических дней, консультаций, семинаров, ну и то есть других форм повышения непосредственной квалификации педагогов. Это проведение совместных непосредственно мероприятий не только, по сути, с педагогами или с учащимися, но еще и с другими субъектами образовательных отношений. Вот вы видите, например, совместные мероприятия с детьми, совместные мероприятия с родителями, возможно, и так далее, и так далее. Также в форме сетевого взаимодействия может быть представлено через выработку единых подходов к экспертизе профессиональной компетентности, например, при аттестации педагогов. Ну и совместное использование в данном случае ресурсами, то есть библиотекой, компьютерным классом, спортивным залом, оборудованием и так далее. То есть вот подобные формы в данном случае сетевого взаимодействия естественным образом находят свое отражение в тех документах, которые мы, по крайней мере, создаем в целях нормативно-правового обеспечения подобного взаимодействия между образовательными организациями. Проанализировав результаты входного мониторинга, мне хотелось бы сейчас представить, какая же ситуация свойственна для нас, для участников проекта 2020 года. Наша информационная сессия, она связана с рассмотрением вопросов о введении должностей, в данном случае это такие должности специалистов, как педагоги-психологи, дефектологи, это логопеды, это, конечно же, социальные педагоги и педагоги дополнительного образования. Если говорить в целом о 37 школах-участниках нашего проекта, которые участвуют в 2020 году, то результаты входного мониторинга показали, что примерно каждая вторая школа в своем составе имеет таких специалистов, как педагоги-психологи, социальные педагоги и педагоги дополнительного образования, что достаточно часто, согласно штатному расписанию, мы можем встретить непосредственно в каждой образовательной организации. Достаточно часто. При этом обращаю ваше внимание, что, во-первых, каждый второй, то есть не каждая школа в данном случае обладает даже такими специалистами. Ну и, во-вторых, посмотрите, пожалуйста, в большей степени у нас представлены такие категории, как социальные педагоги и педагоги-психологи. Поскольку педагогу дополнительного образования почти 46 непосредственно процентов. У школ-участников 2020 года проекта «Эффективная школа», реализованного на территории Республики Коми в составе непосредственно штатном, так скажем, отсутствуют, конечно же, дефектологи. Скорее всего, у нас здесь небольшая в данном случае опечатка в верхней таблице. Дефектологи отсутствуют, потому что если мы сравним со второй, то как раз обнаружим, что там представлено в данном случае именно 0%. А примерно каждой 10-й школе, то есть в данном случае примерно в 3-4 школах от школ-участников, мы можем найти в их составе, в частности, логопедов. Если мы сравним в данном случае с вами городские школы и сельские школы, которые являются школами-участниками данного проекта, то вы можете обнаружить, что именно сельские школы
то есть школы-участники проекта 2020 года, находятся в большей степени в неравных условиях, чем непосредственно городские школы. В частности, посмотрите, пожалуйста, у нас имеются существенные различия в таких категориях, как педагоги и психологи, социальные педагоги, и вы видите, что городские школы все, да, в своем составе, так скажем, имеют данные должности, а сельские школы лишь треть. Ну, как я уже сказал, у нас нет дефектологов, как и в штатном расписании, собственно, так и среди специалистов. Ну и, соответственно, у нас есть различия в данном случае в логопедах и так далее. То есть, по сути, все логопеды у нас были или имеются только в городских, в частности, школах, по крайней мере, на основании тех результатов, которые были представлены специалистами этих школ в рамках одного мониторинга. Ну и педагоги дополнительного образования, то есть примерно в 3/4 городских школ имеются педагоги дополнительного образования, тогда как в сельских школах треть. То есть фактически, посмотрите, пожалуйста, действительно, я еще раз хочу подчеркнуть, что у нас в неравных условиях находятся в данном случае школы-участники, относящиеся к группе сельские школы, ну, по сравнению непосредственно с городскими школами. Какие же, в общем-то, решения в этом отношении мы можем предложить или рассматривать, да, в данном случае, исходя из опыта непосредственно уже субъектов Российской Федерации и исходя, в общем-то, из ну, как бы доступного для непосредственного выполнения, так скажем, или реализации данного направления, условно говоря, вот в рамках проекта. Первое – это взаимодействие, которое мы можем предложить в рамках проведения отдельных мероприятий не только с Республиканским консультационным центром по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Полагаю, что, в общем-то, введение данных должностей, в том числе и в сельских школах, в силу определенных причин будет невозможным, но мне хотелось бы акцентировать ваше внимание на как раз именно возможности взаимодействия с данным центром. И вот сейчас речь пойдет как раз именно об этом центре, на что мы можем, да, на какие непосредственно услуги, так скажем, или функции обратить внимание. Ну, во-первых, нужно сказать, что данный центр, в частности, он был открыт в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», национального проекта образования. Ну, во-первых, вы видите, что в состав центра у нас входят психологи, у нас входят непосредственно специалисты по профориентации, у нас входят в данном случае учителя-логопеды, у нас имеются социальные педагоги в данном случае в составе этого центра и так далее. По сути, получается, что, с одной стороны, имея, наверное, такую ситуацию, как невозможность введения в данном случае должностей в штатное расписание, так скажем, да, в целом, мы можем обратиться как раз к тем центрам, которые могут, опять же, с данным перечнем специалистов предоставить бесплатные консультации. Обращаю ваше внимание, что деятельность центра как раз осуществляется на бесплатной основе. Второй момент. Данные обращения, по сути, могут быть адресными от каждой школы участника. И о том, каков, собственно, механизм подачи заявки и так далее, на это мне, конечно же, хотелось бы обратить ваше внимание. То есть какая возможность появляется. Ну, во-первых, хочу обратить ваше внимание, да, какие возможны варианты. То есть очная консультация при непосредственном обращении в центр. У нас, конечно, появляется такая возможность у близлежащей к городу Сыктывкара, по сути, возможность, так скажем, да, обращения к специалистам в очной форме. Но достаточно часто используются именно дистанционные консультации и тем более выездные консультации. То есть практика такая у нас непосредственно уже есть. Вы видите, что здесь на данном слайде у нас представлена информация о том, каким образом вы можете непосредственно подать в данном случае заявку. Во-первых, это можно заполнить форму в разделе «Запись на консультацию» на сайте центра. Вы видите адрес, это семья-консультант.ru.
а также позвонить непосредственно по телефону в Республиканский консультационный центр, то есть по телефонам горячей линии. Телефон в городе Сыктывкаре 301-247, напомню, код города Сыктывкара 8212, ну или по телефону 8 912 191 50 03. 8 912 191 50 03. Либо обратиться лично по адресу. Данный центр находится непосредственно в здании Коми-Республиканского института развития образования, в частности, по адресу Орджоникидзе, дом 23, кабинет непосредственно 111. Какая возможность появляется? Вы видите, что здесь на данном слайде представлена титульная страница, в данном случае, сайта центра, и вы видите, что именно в правом верхнем углу, продемонстрировано и введено, появляется непосредственно возможность записаться на консультацию. Фактически, заполнив необходимые поля и так далее, вы можете оставить заявку в центре, и, соответственно, вы можете получить помощь от разных специалистов, в частности, педагогов-психологов, социальных педагогов, дефектологов, логопедов и так далее, при необходимости, при решении определенного непосредственно какого-то вопроса. Ну и также посмотрите, пожалуйста, да, в данном разделе описаны 3 способа записи на консультацию. Необходимо выбрать именно один из способов, то есть кнопка «Консультация без регистрации», либо регистрация на сайте, либо запись на консультацию. Поскольку на самом сайте у нас имеется достаточно подробная инструкция о записи, я думаю, что вы сможете непосредственно сориентироваться. Ну и также посмотрите, пожалуйста, есть возможность записаться на консультацию в группе «Консультационный центр ВКонтакте». Вы видите, да, в адресной строке можно ввести непосредственно КРИРО «Консультационный центр». И вы видите на титульной странице, в данном случае, данной сети, в правой части есть возможность непосредственно в данном случае задать вопрос, ну и написать непосредственно сообщение. Точно так же специалисты в данном случае выйдут на вас, дабы установить непосредственно связь и непосредственно предоставить такую возможность решить каким-то определенным образом ту ситуацию, либо оказать какую-то консультационную непосредственно помощь. Итак, мы возвращаемся. Это первое, так скажем, предлагаемое решение. Обращаю ваше внимание, что если даже у вас нет возможности в данном случае обеспечить введение должностей, о которых мы сегодня с вами говорим, это педагог-психолог, это дефектолог, логопед, социальный педагог, педагог дополнительного образования, то вы можете, как одной из мер поддержки, обратиться в данном случае в этот центр. Еще раз напоминаю, что данное взаимодействие с Республиканским консультационным центром осуществляется на бесплатной основе. Ну и, конечно же, традиционные в данном случае меры, которые чаще всего используются, в том числе и в опыте субъектов, это повышение квалификации педагогов и, конечно же, обеспечение ее переподготовки педагогических кадров. Потенциально переподготовка может быть наиболее эффективной, если мы точно знаем, что у нас имеется перспектива введения должности. Если же такой перспективы нет, то, по сути, мы данную ситуацию можем решить совершенно как-то иначе, иным способом и так далее. Ну и третий момент, на который мне хотелось бы обратить внимание, это использование возможностей сетевого взаимодействия образовательных организаций для того, чтобы решить непосредственно кадровые, в частности, вопросы и так далее. По сути, данное направление является достаточно эффективно используемым в опыте субъектов Российской Федерации, которые точно так же, как и республика, включены в данный проект. Ну и я думаю, что та информация, которая была сегодня представлена, может показаться вам достаточно интересной для того, чтобы организовать подобное сетевое взаимодействие. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня мы провели с вами только лишь первую встречу, связанную именно с обеспечением, так скажем, да,
вас информация о том, каким образом можно решить данную проблему и обеспечить, собственно, реализацию данного направления деятельности и нам в рамках этого проекта. Ну, я думаю, что во втором полугодии мы продолжим непосредственно данную серию встреч. Я также напоминаю о том, что кураторами проекта в целом и готовы ответить будут на ваши вопросы специалисты Центра научно-методического сопровождения программ проекта в области образования. Ну, а в целом курирует данный проект проректор по научно-методической работе Габова Марина Анатольевна. Все контакты зафиксированы здесь, вы можете обращаться, мы ответим, по крайней мере, постараемся ответить на все те вопросы, которые у вас возникают в ходе реализации данного проекта. Я благодарю вас за внимание, желаю всего самого наилучшего, всего доброго и до свидания.